произошла трагедия, которая унесла жизни молодых ингушей, молодых людей, которые не должны были быть вовлечены вот в эти преступные их махинации и провокации. А пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования глубокие родственникам погибших. Это действительно очень печальный случай. Этого не должно было быть. А все война матла эрду, суна цергергачана, да мелхотчана, дал иман собрал але дакыл ханчан, дал дек олбойл дакылныш, дал эхетен бойл царах. Война ханю таган хейхоштолча дючтолча мосу озолкон сагаттелла у сагатлушу дальше из бухом буки отзвездаш хеллик отзвездаш бенига уж болчан бухом букис так вот амнишнюх бок yok васю чоу und дальше ишт отсумништ таган верш дукедук эту болцер хой лечтол чхолана ца харц диненя и харц маха душ и дагает. Поэтому я еще раз и на русском языке хочу выразить глубокие соболезнования всем родственникам погибших в этой преступной акции, которая совершена. Абсолютно нет у меня сомнений, что она контролировалась на самом высшем уровне. Это абсолютно очевидная преступная акция, совершенная преступными группировками, которые сегодня управляют Россией уже последние 30-40 лет. Ничего нового нет. Эта страна, если ее так можно называть, или это государственное образование, террористическое государственное образование, оно и сформировалось именно на такого рода акциях и преступлениях. Именно таким образом создавались миллиардеры, которые в последующем шли на обслуживание вот этого всего преступного режима, который дает им возможность безнаказанно совершать преступления и грабить собственное население. Вот эти все бизнес-центры, которые существуют наподобие этого же Уайлдберриса, они именно таким образом и создавались. И сегодня преступники решают, кому больше достанется и кто должен владеть вот тем, что создавалось все эти годы. И на самом высоком уровне Кремль наблюдал за этими процессами с тем, чтобы это использовать именно в тех манипуляциях, которые они сегодня пытаются представить картину, как будто начались какие-то межнациональные разборки между братским народом, чеченцами и ингушами. А наша задача этого не допустить. Именно вот эти две персоны, и Адам, и Бекхан, они и являются инструментами в руках российских спецслужб. Именно они вовлекают вот в эти конфликтную ситуацию чеченцев и ингушей, противопоставляя их вот в тех своих преступных разборках, которые они устраивают и устроили по конкретному заданию Кремля. Я объясню почему. То, что происходит сегодня в Ингушетии, в связи с массовым выступлением, в связи с этой провокацией, они необходимы были здесь, на Западе и в Европе. Вот те агенты влияния, которые сегодня находятся за рубежом, которые сегодня пугают мир, что если Россия распадется и если Россию не сохранить как империю, что начнутся межнациональные конфликты, войны и наступит хаос. Вот здесь те агенты влияния, которых освободили под предлогом якобы обмена, они сегодня здесь начали активно работать.
Я говорю и про Яшина, и про Юлию Навальскую, Навальную, которая осталась здесь. И буквально на днях Яшин сам сделал заявление о том, что вот если представить себе картину распад России и какие кошмары наступят там. И вот как бы подтверждая их слова, их действия, их декларации, нам показывают здесь якобы начавшиеся процессы противостояния между ингушским и чеченским народом. Ничего подобного нет, и мы это знаем. Да, ингуши взволнованы вот этим событием и выражают солидарность с родственниками и хоронят тех, кого привезли из Москвы. Но придавать этому межнациональный характер, что якобы началось противостояние, это то, чего от нас ждут, и то, чего желают российские спецслужбы и Кремль, с тем, чтобы сохранить свое существование и сохранить существование Российской империи как единое политическое пространство. Вот для чего это делается. А эти две персоны, и этот ингуш Бикхан Барахой, и этот Адам, национал-предатель и коллаборант, они вот и создают вот именно такую картину. Да, смерть и такого рода смерть, она всегда вызывает негативную реакцию и в чеченском, и в ингушском обществе. Но вот в данном случае нельзя это превращать в какую-то политическую акцию. И никак оно не может отразиться на отношениях между нашими народами. Никак не может отразиться или повлиять, или развиться в том направлении, которое ожидают сегодня и русские, и ненавистники и ингушского, и чеченского народа, враги наших народов. И этого нельзя допустить, и я не думаю, что это до этого дойдет. Да, такие случаи бывали в нашей истории. И часто, и мы это знаем, но всегда у нашего народа существует институт, который решает эти проблемы и достигают перемирия между теми, кто сегодня оказались в этой ситуации. Я уверен в том, что и в этом конфликте найдется решение. Да, безусловно, у нас есть институты, у нас есть традиции, обычаи, и они в первую очередь не позволят развиться этому конфликту как межнациональному. Я в этом не сомневаюсь. Я на самом деле вот эти балаганные выступления, которые происходят у Кадырова или в других каких-то местах, инициированные им или кем-то из их окружения, я не смотрю и не наблюдаю. Поэтому я думаю, что они никак не могут повлиять на эту ситуацию. Это не политический конфликт, это не политическая акция. Это абсолютно преступная провокация, в котором разберутся те, которые вовлечены в этот конфликт, в эту трагедию. Я уверен, что найдутся силы, здоровые силы и со стороны Ингушетии, и со стороны чеченцев, которые разъяснят ситуацию и положат конец вот этим манипуляциям, которые исходят от так называемых блогеров, таких пятых, десятых, которые пытаются из пальца высосать какую-то историю и представить ее в каком-то ужасном масштабном противостоянии чеченцев и ингушей. Этого не будет. Я абсолютно в этом уверен. Я думаю, что нам не стоит сейчас комментировать высказывания того или другого, той или другой марионетки, которая является инструментом в руках российских спецслужб. Они скажут то, что им скажут сказать. Я уверен в том, что, еще раз хочу повторить, что за этой акцией стоит российская ФСБ или российские спецслужбы, и сделана и проведена эта акция именно по отмашке самого высшего военного и политического руководства России. И для чего это сделано, я в начале нашего разговора сказал. И у меня других аргументов в пользу какой-то любой другой версии просто нету. Еще раз, пользуясь случаем, хочу выразить глубокие соболезнования
родственникам погибших в этой трагедии. Дал я, что я дал, этом был, но субу собсагах. Ответственно, Аллах дала иман собор лойл, от снада мелкачан визандела.